Накануне республика отметила День чувашской вышивки. Это достаточно молодой праздник, он был учрежден в 2020 году. Тем не менее, к дате приурочили немало событий. Например, объявили флешмоб, предложив всем желающим прийти на работу в одежде с элементами вышивки. В художественном музее провели дефиле в национальных костюмах, а мастерицы со всей республики показали свое творчество. С подробностями Надежда Давыдова. Стежок за стежком рождается шедевр. Такой кропотливый труд объединяет мастериц со всей республики. Многие учились в национальной школе чувашской вышивки. Свои знания они стараются передать и новым поколениям. Кружок организовали в клубе. У меня и дети вышивают. Потихоньку учимся, развиваем это мастерство. Яркий момент праздника – показ мод. Этому женскому платью 94 года. Чувашские узоры вышиты вручную. Год выпуска 1929. А такие костюмы и платья 60-х и 70-х годов любили советские модницы. Изделия с чувашской вышивкой фабрики Пахатери носили по всей стране. Кстати, в декабре предприятие отметит вековой юбилей. К этому событию приурочили и выставку, которая сейчас проходит в художественном музее. Сегодня фабрика активно работает над тем, чтобы не только сохранить национальную вышивку, но и сделать ее популярной. В этом году наша коллекция «Катуй» заняла 3-е место во всероссийском конкурсе «Русское поле», где соперничали с нами более 80 дизайнеров со всей России. Несомненно, украшением праздника стали и его гости. Практически каждый появился в одежде, дополненной элементами национальной вышивки. Подвели здесь и итоги конкурса «Живи! Узор чувашский». Участие в нем приняли не только представители республики, но и жители Башкортостана, Иркутской и Ульяновской областей. Мастерам предложили украсить вышивкой детскую одежду. В номинации «Костюм школьника» победителем стала чебоксарка Оксана Федорова. Гран-при получила учитель столичной школы номер 60 Надежда Кузнецова. В следующем году республика в 5-й раз отметит День чувашской вышивки. Власти региона предлагают сделать эту дату особенной. В планах появление в Чебоксарах музея вышитой карты России. Он разместится на Красной площади столицы республики. Надежда Давыдова, Надежда Александрова, Игорь Ульянов. Вести Чебоксары.